Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас в зале Казанского музыкального колледжа имени Ильяса Вакасовича Аухадеева. Бүген без һәрберебез өчен якын булган, яраткан җырчыбыз Ильхам Шакировны искә алабыз. Мы собрались в этом зале в честь великого татарского певца Ильхама Шакирова. И именно в этот день, 15 февраля, не случайно, потому что именно сегодня он родился. Сегодня ему исполнилось бы 84 года. И пусть сегодня каждое сказанное слово, каждое доброе воспоминание, каждая прозвучавшая нота станет светлой молитвой нашему любимому Ильхаму Абы Шакирову. Внимание на экран. Говорят, что имя, данное при рождении ребенку, предопределяет его судьбу. Говоря об Ильхаме Шакирове и прослеживая историю его жизни, убеждаешься, что это действительно так. При рождении 15 февраля 1935 года в селе Яңабуляк Сармановского, ныне Тукаевского района, ему, шестому ребенку в семье, дали имя Ильхаметтин. Ильхам в переводе с татарского означает «вдохновение». Всю свою жизнь он посвятил творчеству, которое вдохновляет и восхищает всех нас. А для самого Ильхама Шакирова источниками вдохновения всегда были родная природа и родные татарские народные песни. Вообще вся семья Шакирова была очень музыкальна. Пела мама, пели братья, пели сестры. Ну, естественно, эстафета перешла и маленькому Ильхаметтину. Все были уверены, что Ильхам станет музыкантом, станет профессиональным певцом. Не сомневался и сам Ильхам Абы. Ну, тогда еще совсем малыш. И он понимал, что для того, чтобы получить профессиональное образование, придется учиться. Закончив школу, он пишет письмо в Казанскую государственную консерваторию с просьбой принять его на учебу, но ответа не получает. И даже расстраивается, немножечко обижается. Затем уезжает в Елабугу, чтобы поступать в педагогический институт, однако решает заглянуть в Казань. Наверное, в надежде на чудо. И такое чудо происходит. Ему встречается односельчане, девушка Клара, это хранится в воспоминаниях об Ильхаме Шакирове, которая говорит ему о том, что есть вот такое музыкальное училище, и предлагает попробовать свои силы. Ильхам Шакиров так и поступает, и происходит чудо. Экзамены уже закончены, однако директор нашего музыкального колледжа, в то время Ильяс Вакасович Аухадеев, собирает комиссию, слушает Ильхама Шакирова и принимает на первый курс вокального отделения. Хотелось бы, чтобы вы буквально на минуточку представили то, как выглядел Ильхам Шакиров, что он чувствовал, как он жил в то время, когда в первый раз зашел в наше здание и поступил в музыкальное училище.
И в этом нам поможет Фасиль Ахметов, который в своих воспоминаниях очень подробно описывает то, как даже выглядел Ильхам Абый. Итак, высокий, худощавый, в телогрейке, кирзовых сапогах, с коротко выстриженными волосами, очень скромный и нерешительный. И тогда Фасиль Ахметов, в то время студент 3-го курса отделения народных инструментов, ну а впоследствии мы знаем знаменитый композитор, классик татарского музыкального искусства, подходит к Ильхаму Шакирову первым и показывает ему училище, классы, знакомит со студентами, и в одной из аудиторий они решают помузицировать. Фасиль Ахметов приносит баян и приглашает 3-го мушкетера, это Мирсаид Гируллин. И вот эта дружба втроем сохранится у них на всю жизнь. Они будут дружить в консерватории, далее семьями. Так вот, что происходит дальше? Они собираются в аудиторию, поют. Ильхам Шакиров впервые в стенах нашего колледжа запевает песню. На его голос собираются все студенты и педагоги училища. Естественно, просят его спеть снова и снова. Это песня «Иске Кара Урман», которая стала визитной карточкой певца впоследствии. И далее я еще немножечко расскажу, интересную историю о ней. А сейчас, для того, чтобы исполнить песню «Иске Кара Урман», мы приглашаем на сцену лауреата международных конкурсов, преподавателя нашего колледжа Айгуль Гордисламову.
Спасибо. Айгуль Гордисламова, наша выпускница, тоже когда-то пришла к нам впервые без музыкального образования. Посмотрите, какая высота. Спасибо большое. И если вы не возражаете, я останусь здесь. Видно? Будучи студентом училища, Ильхам Шакиров очень часто выступает на радио. Он исполняет, как всегда, любимые татарские народные песни «Унши Фахри», «Иски Кара Урман», «Сарман», «Арию Булат» из музыкальной драмы «Зенгершель» Салих Сайдашева. И, конечно, слушатели сразу полюбили его бархатный баритон, его удивительную мелизматику. И ежедневно на радио приходили сотни писем с просьбой о том, чтобы он снова выступил в эфире. Среди нас человек, который посвятил всю свою жизнь литературе и музыкальному искусству. Тот человек, который проработал на радио очень долгие годы и был главным редактором ГТРК «Татарстан. Новый век». Это человек, который удивительно красиво и как-то музыкально разговаривает на родном татарском языке. Это заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии Саджиды Сулеймановой, член Союза писателей СССР и просто удивительная, красивая женщина Шамсия ханым Джихангирова. Встречайте, пожалуйста, наша любимая поэтесса. Шамсия ханым, вы не раз приглашали Ильхама Шакирова в эфир, в гости, в свою программу. Хотелось бы услышать какие-то слова относительно его личностных качеств. Каким был ваш Ильхам Шакиров? Хайырлы көн, кадерле музыка сөюче дуслар, Ильяс Аухадиев исемендәге музыка көллияты шәкертләре, мөгаллимнәре. Монда әзгенә төзәтмә кертергә кирәк. Мин Яңа гасыр Болгар радиосының баш мөхәррире булып эшләдем. Һәм Ильхам Шакиров белән танышлыгым минем радиодан гына башланмады. Мин аңа кадәр Казан дәүләт университетын бетергәч, китап нәшриятына эшкә килгән идем. Ильхам Шакиров китап нәшриятыннан Бауман урамындагы 19-нчы йортта урнашкан китап нәшриятыннан ерак түгел генә яши иде. Һәм аның китап нәшриятында дуслары бик күп иде. Көн сайын диярлек ул безнең китап нәшриятына килә иде. Берсендә мин баскычтан төшеп барам, алай гадәтем юк инде Ильхам Шакировларга, зур исемле кешеләргә дәшәргә. Ул әйтә миңа: "Нишләп син якташың белән исәнләшмичә төшеп барасың?" ди. Сез бит әйтәм Сарман районыннан, мин Мөслимнән дим. Юк, сез бит бер заман Сарман районы булып тордыгыз ди. Шуннан да андый хәл булган иде мин кичкенә вакытта. Аннан соң икенче ул әйтә: "Фасила абыең синең шигыреңә бик матур җыр язды, әмма миңа бирмәде" ди. Ул минем чыннан да минем шигыремә иң беренче язылган җыр "Нишлим" дигән җыр иде. Менә шундый гына матур шигырьләр язды. Инде өченчесен әйтә: "Тулар тулмас, кая барасың" ди. Мин бу сүзгә бик аптырап киттем инде. Ни дис, син аптырап торма, без бит икебез дә тулар тулмас. Син дә февральдә туган, мин дә февральдә туган ди. Аннары инде мин 1992 елның 1 мартында Татарстан радиосына эшкә килдем. Һәм мин Гөлшат Зайнашева булып эшкә килгән идем, музыкаль редакциянең әдәби редакторы булып. Ләкин минем инде мөмкинлекләремне сынап карар өчендер, бәлкем, Мансур Музафаровның, танылган композиторыбызның туына 90 ел тулган вакытлар иде. Миңа Мансур Музафаровның туына 90 ел тулу уңайыннан тапшыру эшләргә тапшырдылар. Мин әлбәттә бик дулкынландым, курыктым. Һәм Ильхам Шакировның инде Мансур Музафаров белән тыгыз иҗади элемтәдә яшәгәнен белә идем. Ильхам Шакировны чакырырга булдым. Ул килде һәм сөйләп киткәннән соң минем кайбер урыннары ошап җитмәде. Мин аңа инде җөрьәт иттем кабат чакырырга. Ул ризалашты минем әйткән сүзләр белән. Һәм менә уйлап карагыз әле, ул инде радионың үзенең нечкәлекләре бар. Менә монда Сирина Закиевна Латыпова утыра, ул белә инде аны. Радиода бер мәртәбәдә бер көндә эшләп карамаган килеш. Мин инде хәзер аптырыйм, шулай җөрьәт итеп, шулай тапшыру эшли алганыма һәм бу тапшыруның уңышлы чыгуын әлбәттә
безнең сөекле җырчыбыз Илһам Шакиров тәэмин итте. Ул 1 сәгатьлек тапшыру һәм менә безнең элек тапшырулар шулай була иде. Анда сезгә мин аны бүләк итеп училищеның шәкертләренә калдырырмын тулы вариантын. Анда Илһам Шакировның үзе турында да, Мансур Музаффаров турында да, безнең музыкаль дөньябыз турында да бик зур мәгълүмат алырга була. Хәзер сез рөхсәт итсәгез, менә Илһам Шакиров ул вакытта 57 генә яшьтә булган. Ул шактый яшь бит инде, егетләр әле. Аның тавышы нинди булган һәм ул ниндирәк фикерләр йөрткән, мин кыска гына бер шул радио тапшырудан 1992 елның 14 мартында чыккан тапшырудан бер үзек әзерләгән идем. Мөмкин булса. Кайбер композиторга бу җырыгыз бик уңышлы дип әйтеп булмый дисәң, әнә бит кая карама шундай җырлар, демәк, яхшы дияргә ярата. Дөрес, андый җырларда кирәк әлбәттә. Шулай да тиз генә кабынып киткән җырлар тиз генә сүнүчән дә булалар. Җырны һәр табын артында җырлап утыралар икән, бу әле җыр бик яхшы дигән сүз түгел. Әлеге хәл художество югарлыгын билгели алмый. Эдик Глинкин, «Я помню чудные мгновения», Чайковскийның «Средь шумного бала» романстары. Дистәләгән еллар сокланып тыңлыйлар, ләкин берәү дә аларны урамда җырлап йөрергә батырчылык итми. Бу әсәрләр вокал әдәбиятының алтын фондында кала бирәләр. Мансур Музаффаровның да күпчелек җырлары әнә шундый бәядәге җырлар. Аннары соң инде Татарстан радиосында эшләгәндә шулай ук ул тапшыруны мин Болгар радиосына да, хәзерге Болгар радиосы, Яңа Гасыр радиосына да ул тапшыруны алып килдем, ул остахана тапшыруы. Анда мин җырның язылу тарихы турында сөйли идем һәм җырның көен язучы, шигырен язучы, башкаручыларны чакырам инде эчесендә. Илһам Шакиров белән мин бик күп тапшырулар эшләдем. Аның үзе иҗат иткән бик күп көйләре бар. Сез инде аны музыка дөньясында кайнау сәбәпле күбесен беләсез. Һәм ул миндә изге ядкар булып саклана, аның язмалары. Мин аңа шул вакытта сорау биргән идем, чөнки җырчылар әйтә нәрсә ди? Ул бит инде әйтик Филус Каһировның җыры. Ул бит инде Булатның җыры. Аны җырлап булмый дип әйтәләр. Менә мин Илһамга әйтәм, әгәр сезнең Илһам абыйга сезнең репертуардан алып җырны җырласалар, сез әйтәм, ничегрәк карыйсыз моңа? Җырды җырлаган сайын матурая, җырлаган сайын шымара. Күбрәк җырласыннар иде, әле барсы да җырласыннар иде. Бу инде мөгаен аның үзенең көченә, башкару осталыгына ышанычы булгандыр. Һәм мин бу карашы белән аның килешәм. Чыннан да теге кемнеңдер җыры дип аны милекләп кую мөгаен дөрес түгелдер. Инде озын сүземне кыскартып, Илһам Шакировның 80 яшы тулган көннәрдә менә шундый бик матур китап чыкты. Һәм анда минем дә шигырем урын алды. Илһам ул шигырьне укыды. Илһам абый дип әйтгәндәй, Илһам Шакиров һәм ярый бик әйбәт язасың икән хәзердә ди, мин сиңа теге чакта да начар шигырьләр язма дип әйткән идем ди. Әле минем турда мондый әйбәт шигырь язганнары юк иде дигән иде. Сезнең рөхсәт белән менә шушы шигырьне сезгә укып күрсәтим әле. Мин Илһамны тыңлыйм. Мин Илһамны тыңлыйм. Моңга сусап, җаным иңрәп, җирсеп куйсам да, иксез-чиксез җиһан эшләрендә үз-үземне ятим тойсам да, әйләнәм дә кайтам Илһамга. Җырлаучылар түгел, мырлаучылар сәгать саен арткан заманда, күңелем моңнан бизә күрмәсен дип, мин Илһамны тыңлыйм һаман да. Татар кебек тыйнак та ул моңнар, кирәк икән кырыш калканда, эскадроннар белән яуга киткән, шахталарга төшкән, карурманнар кишкән, әдәрәннәргә җиткән моңында. Пакосларга ятып җырлаячак, җырлаячак сөяп куйсаң да, бетмәде моң, бетмәс, бетмәячәк, мәңге яшәячәк Илһамда. Аның кебек җырлаучылар бар дип бәхәсләшә кемдер кайчакта. 100 елга бер туа дисәләр дә, Илһам кебек булмаячаклар. Карурманга керүчеләр булды, тик шуучы гына булмады. Моң иясе бул дип халык үзе мирас иткән аңа моңнарны. Күп гасырлар үткәч сүзләремнең дөрестлеген яна белерсез. Татар моңы кебек мәңгелек ул,
халкым кебек мәңге үлемсез. Һәм бу шулай да инде форсаттан файдаланып, менә шушындай искә алу кичәсен оештырган Ильяс Аухадиев исемендәге музыка көллиятенә бик зур рәхмәтләрне ирештергә рөхсәт итегез. Бу рәхмәт сезнең исемнән дә дип уйлыйм. Понятно, что некоторые из вас не поняли татарскую речь. Однако вы убедились, насколько красиво она звучит, когда разговаривает профессионал, насколько она музыкальна и мелодична. А Шемсия Ханум сделала очень большой для нас подарок училищу. Она предоставит записи программ с Ильхамом Шакировым, в которых он рассказывает о себе, о творчестве, о своих песнях, об истории создания их. Ну и также делится своими мыслями по поводу профессиональной музыки, народной музыки. Большое вам спасибо, что вы сегодня среди нас. Шемсия Ханум еще одну очень важную вещь сказала, хотелось бы ее перевести. Она задала как-то при встрече Ильхаму Шакирову, в программе, если кто-то споет вашу песню, как вы к этому отнесетесь? Он сказал о том, что песня, она с каждым исполнением становится еще более совершенной. Кажется, это для вокалистов очень важные слова. Очень часто как-то немножечко ограничиваемся мы, так ведь, какими-то песнями. Ильхам Шакиров, цитата. «Получить признание очень трудно. Для этого надо, чтобы исполнительское искусство было глубоко народным и высоко профессиональным. Это моя цель, и с каждым выступлением перед зрителями я стремлюсь к этому». Действительно, он будет усердно стремиться к профессионализму. Поступив в училище, он закончит его всего лишь за год экстерном и с легкостью поступит на вокальное отделение Казанской государственной консерватории. Он очень много читает, интересуется философией, историей. Вообще говоря о вот этих личностных качествах Ильхама Шакирова, нужно отметить его эрудицию, его начитанность, всестороннюю вот такую вот развитость. В консерватории Ильхам Шакиров обучается у Елены Абросевой, Зухры Байрашевой и со временем становится их любимым студентом. В совершенстве овладевает мастерством академического пения и на выпускном экзамене по вокалу успешно представляет сложную программу из 7 произведений. Среди них интересно Гендель, ария Ксеркса, Рахманинов «Сирень», Гуно, Каватина Валентина из оперы «Фауст», Джаудат Файзи, монолог Искандара из оперы «Тапширман Хатлар». Музыкальное приношение Ильхаму Шакирову от отделения академического вокального пения. На сцене студент 3-го курса Андрей Иванушкин, класс преподавателя Раиды Главной Ермохиной, концертмейстер Эмилия Петровна Волжанская.
Иванушкин, Эмилия Волжанская. Гранада, Августин Лора. Несомненно, Ильхам Шакиров также мог бы стать оперным певцом, как ему пророчили его педагоги. Однако весной 1960 года, получив хороший, очень с высокими оценками диплом об окончании консерватории, он выбирает жанр песни и поступает на работу в Татарскую государственную филармонию. И с этого момента в эстрадной музыке Татарстана начинается новая эпоха. Эпоха Ильхама Шакирова. У нас в гостях коллега Ильхама Шакирова, легенда татарского исполнительского искусства. Заслуженный артист Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан, лауреат первой премии конкурса гармонистов имени Туишева, композитор, автор инструментальных пьес и обработок народных песен для баяна и концертных гармоник, публицист, автор книг, посвященных народным инструментам, баяну и гармонии. Это Керам Сатиев. Писательница Керамова. Вопрос который или все? Как хотите, как вам удобно. Может, не стоит даже будет задавать. Конечно, когда вы заиграете, у нас не останется вопросов, захочется слушать. Концерт для баяна с оркестром. В 2005 году исполняли Татарской государственной филармонии имени Габдулла Тукая, дирижер Анатолий Шутиков, автор и исполнитель, аплодисменты. Вот он, Анатолий Иванович, да? Вот эти книги я вам оставляю, ребята. Когда так хорошо, Туркия, Рад Михайлович, бригадчик Михайлович, помните, да? Я помню, через мгновение, да? Тоже оставляю его. Вот. А это потом, кто проигрывает, правда, татарша yazılgan, Tatar garmoni Amerikani yolladi. Bu tarixda birinchi taqdir bo'ldi. So'nggisi bo'lmasin. Rustam Valiyev bilan birga bordik. Rustam интересный пожалуйста. Я hozir o'zimga yosh akompaniyachilar прошу любить и жаловать. Пожалуйста, ваш буду говорить на татарском и на русском языках, на двух государственных языках. А пока я вот собираю, как обещал, концерт для баяна с оркестром, 4-й час. Я уже мог, как мог, сократил до невозможности уже. Она должна быть это сейчас впереди, но я сократил. Без оркестра, без Шутикова. За себя и за то,
Рахмет, Керам абай. Самая маленькая гармония на татарской сцене, татарской стране, кишкина гармония, гайдулин гармония. Секреты раскрывать не буду, и потом, если кому надо, вот подойдет это, опять раскрывать. Сегодня три класса, видите, да? Секреты раскрывать не буду. Так, давайте, мои коллеги, Илья Сосредов, поехали. Сати һәм үшенче курс укучысы Ильяс Карполин. Бик зур рәхмәт, Керам абай. Большое спасибо. Только один я вам расскажу, который случай был в Мензелинском районе. Башта татар шейтер, мандару шейтер, да? Мензеля районда гастроллерда емес. Гастролеры в Мензелинском районе Хамавы. Как Хамавы спел 3-4 песни, поднимается один товарищ. 8, может 10 лет. Какой помнит, малай, да? Святый, больше всего. Şeşeklerle birlikte aplaudismentler yasadılar Ilham şeşek verişine. Kardeş o nasıl Ilham abi soruyor, спрашивает. Ulan, как тебя зовут? Ilham. Ilham abi şu чуть насторожился. А фамилия не шесть, фамилия как? Шакиров. Все насторожились тут. Hadi Ilham abi de sırayında si Ilham Şakirov olmuştan jırtmısın da dedi. İşte ki Ilham Şakirov naverle bayır ki yok sen alaysa diye şiir söyleyişin dedi. Yok şiir de söyledi. Ilham abi ezgiletin. Vallahi korsan işten sizdirce. Sen alaysa si nerse söylesin sen diye sürekli. Abi Bibel'den diyor. Kerametli oyna. Nasıl hayali kadar kerametli oyna. Ben türlü diye. Библиотекарь Илхам Абайда. От тебя от твоего исполнения пахнет профессионализмом. Шундайки если не наш, шаломдар нет. Илхам Абай, я же учился и сказал, у нас есть кружок, танцевальный кружок, опыт учится и северяйте, фамилия. Оказывается, был профессиональный бары был, Илхам Шакиров, азаға бала бітті, жемлесі. Мега өз өмірімде бір һәм бірінші тапқыр İki İlham Şakirov'ka bir konsertine oynarga to'g'ri keldi. Jarshi İlham Şakirov'ka hem biyushi İlham Şakirov'ka oldu. Rahmat. Мы можем только представить, какие были интересные концертные турне, так ведь Илхам абай сам тоже обладал очень тонким чувством юмора. Керам абай, все-таки один вопрос можно вам задать? Можно, много вопросов. Или вы студенты не считают, вообще много вопросов. Мы вас так быстро еще не отпустим. Спасибо большое вам. Вот у каждого исполнителя перед выходом на сцену, наверное, есть какой-то ритуал, может быть, он как-то себя по-особенному ведет. Как вел себя Илхам абай перед выходом на сцену? Всегда себя чувствовал Илхам абай. Вот оставьте 3-4 года, он уже застой, все. Ни с кем не разговаривает. Никому не обращается, и никакие вопросы не отвечает. Не от того, что это самое, не хочет, там, грубо. Все соображает, и теперь все. Фигерзия, никогда так ответственно он относился ко всем концертам. Улайтайда, сахненным белекейджу нет маленькой сцены, есть ответственность. Ответственность сцены в Татране. Еще что-то, 3 человека будут сидеть, да? Это все равно сцена, все равно это такая же большая ответственность в Татране.
Бекзора Хасикрамова. Можно я расскажу Алабуга? Короче, дыш курам Алабуга. Вот это керамет. Мне вот время настало, теперь вот в этой поездке я буду выступать. Мы с тобой будем выступать и лавушками, и висидюдами. Вы помните, его туда не пустили. В те годы, знаете, хотя уже и итальяны, да? А раз казался, не дадите собрать. Потому что папа считался врагом народа в то время. Как это воспитывать будет? Его реабилитировали, однако это было так. Сын врага народа, его не пустили. Кирабабы, к счастью, он приехал поступать сюда. Так ведь? Потому что его не приняли в Елабужский педагогический институт. Была такая погода, пурга. Ребята там остались, деревня по деревням, они ночью так живут. А мы живем в гостинице. И вот Илхамова как чувствовал, сказал, Ира, баян ястады, бери сразу. Ведь Илхамова пошла как панцирь, контроль, вот. Концерт начинает, полный зал, ведь хлопает уже. Илхамова говорит, Ира, пришли, Илхамова, что решали это, тебе тут совет, не, хозяин, Мария. Вот, пришлось начинать все. До сих пор музыкант уже. Илхамова спел 5 или 6 песен, да? Караоке, дай мне отдыхать. Возьми маленькие гармошки, между 20-30 играть. Сколько хочешь, столько можешь. Все, мы же вдвоем. Музыкантов нет, они застряли там. Все, это было в Елабужском районе. А мы гостилицы жили, они потеряли там жили. Вот, я играл. Короче, Илхамова отдохнул. Вышел, опять музыкантов нет. А нашим сразу вопросы, ответы, все. Когда Илхамов объявил последнюю песню, идел бы ее кайдара, она музыкасымен ашнап еткен сөздерді үзіп жаздырып, идел бы ее кайдара. А там кто-то говорит, Илхамовы, аппаратура келіп жетті, приехали с аппаратурой. Илхамов повернулся, да? И знаете, что сказал? Я так не написал, как он сказал. После пожара насос не нужен. И мы вдвоем дали концерт, Алабуга халқы Пенесутанда. Знаете, как довольны были? Они слышали легендарного артиста, да? И его настоящий голос. Без микрофона, там, без борьбы, без... Рахмет. Тоже сегодня слышали легендарного музыканта. И это счастье. Спасибо за эти теплые слова и пожелания. Рахмет Кирамов. Я еще хочу. Мы... Кирамабы. Действительно, Ильхам Шакиров на очень высочайшем уровне исполнял старинные татарские народные песни, но вместе с тем и профессиональные. Очень многие татарские композиторы сочиняли специально для Ильхама Шакирова. Это и Музафаров, это и Яхин, это и Хабибулин. В фонде радио хранятся записи песен, в которых аккомпаниатором выступает Рустем Яхин, Захид Хабибулин. А Рустем Яхин, как известно, написал знаменитую «Сандугаш», именно ориентируясь на Ильхама Шакирова, посвятив именно ему это произведение. На сцене студентка 4-го курса отделения вокального искусства Гульнас Гарифуллина. Рустем Яхин музыкасы, Захид Файзуллин шигыры «Яз шашагын өзіме миңа». Класс преподавателя Клары Акрамовны Хайрутдиновой, концертмейстер Мария Хайруллина.
Заслуги Ильхама Шакирова перед нами просто не перечесть. Он был не только певцом, он был и композитором. Он и обрабатывал народные песни, и собирал, и просил профессиональных писателей переписывать тексты некоторых народных песен, которые он считал неподходящими, несоответственными как бы музыкальному материалу. Также он был и публицистом. Он выступал в печати со своими статьями о музыкантах, о жизни филармонии, об отдельных писателях. В общем, это тот человек, который кипел от музыкальной жизни нашего Татарстана. Передо мной 2 листа, где перечислены его звания. К счастью, все почести Ильхаму Шакирову были заслужены и как бы воздались ему при его жизни. Конечно, это был великий человек, но в то же время он был удивительным в жизни. И когда многие вспоминают его личностные качества, часто наворачиваются слезы на глаза. И сегодня среди нас, можно сказать, дочь Ильхама Шакирова. Мы знаем, что у него не было детей. Это мы были его детьми, это песни были его детьми, потому что всю свою жизнь он посвятил именно этому. Среди нас Зульфия Авзалова Нигмедзянова, президент фонда певицы Альфия Авзалова. И вообще это женщина, перед которой невозможно не поклониться, не восхититься, потому что она вот так пропагандирует, сохраняет, приумножает творчество своей матери. Спасибо вам большое за ваш труд. И задавая вам вопрос, хочется вот узнать, каким он был в быту. Вы же видели буквально в последние дни его жизни, каким он был дома. Вы знаете, я думаю, что я могу даже... Нет, с микрофоном. Лучше микрофон? Хорошо. Добрый день всем. Вы знаете, Ильхам Шакиров для каждого по-своему. Вот для Керама Сатиева он был свой. Для каждого человека он свой. Для меня он особенный. Мне так кажется. Потому что он сыграл огромную роль в нашей жизни, в моей личной жизни. Я с детства знала, что у меня 2 папы. Я не понимала, почему, потому что он меня называл кызым, и в то же время приходил мой биологический отец там раз в год и говорил кызым. Думаю, боже мой, ну что же такое, 2 папы. Я задавала с детства вопрос маме, что это такое. Она говорит, кызым, тебе не обязательно все это знать, но ты, вот твой биологический отец вот этот. Ну хорошо, ладно. То есть я не понимала тогда, конечно, каких-то моментов, но я совершенно точно знала, что Ильхам Абы в нашей жизни и в жизни моей мамы, конечно, сыграл огромную роль. Они же вдвоем как бы, как вам сказать, они вдвоем вот эту дорогу себе прокладывали в одно и то же время примерно. Альфия Авзалова тоже являлась слушательницей, или как называть, студенткой данного колледжа, тогда называлось музыкальное училище. Ну и когда я у нее спрашивала, мам, почему ты не закончила, она говорит, а когда? Мне надо было работать, мне нужно было как-то устраиваться и так далее, и так далее. То есть она, по-моему, год 1 или 2 курса, она все-таки закончила в этих стенах, она тоже приобретала какие-то знания. Это очень здорово. Вот. Что касательно Ильхама Шакирова впоследствии, хочу сказать, что вот я была тоже студенткой, но до того, как поступить в театральное училище, вот кто такой для меня Ильхам Шакиров? Театральное училище, об этом не знала моя мама. Я скрывала, что я иду в театральное училище после 9 класса. Она уехала на гастроли, я быстренько, значит, думаю, так, пока мамы нет, надо документы подать. Я подала документы и иду мимо филармонии, это было на Гоголя, Гоголя 4, Гоголя 2, в общем, филармония, а потом идет театральное училище. Смотрю, там стоят возле входа в филармонию Ильхам Абы, там еще кто-то, в общем, полно артистов, певцов, но мамы там нет, она была на гастролях. Ну и думаю, ну все, сейчас увидит, тут же маме настучит, и я быстренько, значит, перешла на другую сторону и делаю вид, что я иду, и меня никто не видит, и вдруг слышу, эй! Я смотрю, эй, Киманда!
Ну, он со мной вот так разговаривал, думал, все, надо подчиниться, я подошла. Ты куда? Я говорю, у меня подруга поступает, вот решила ее просто поддержать, вот просто прийти. А, да? Точно? Да, да, конечно. Как у тебя учеба? Замечательно, все прошло, я на каникулах, все замечательно. Представляете, это был второй тур. Я, значит, как раз Марсель Хакимович набирал курс Слимжанов, и там сидела Асия-апа Хайруллина, Кумысников сидел, и, вы знаете, я именно в тот момент, когда мы показывали какие-то этюды, там сказали спой, станцуй и так далее, вот вроде выкладываешься, и в это время открывается дверь, входит царь Ильхам Абы. Причем входит он так, чтобы я немножечко так вот, как бы это называется, мне было неудобно, и я почти забыла, что я выполняла, и я поняла, что думаю, ну все, меня не возьмут никуда, потому что я вышла из образа, надо было там что-то показать, я уже не знаю, что делать. Он садится, естественно, его никто не сказал, слушайте, подождите, тут идет экзамен. Он сел, вот так, и молчит. И я собралась, думаю, так, нет, надо все-таки показать. Я все показала, быстренько вышла из этой аудитории и думаю, боже мой, позорище. И вы знаете, и после меня он сразу вышел в коридор, я спряталась быстренько, там под лестницей было место, куда можно было спрятаться. Я спряталась, думаю, ну все. И когда уже закончился экзамен, я выхожу и слышу опять, эй! Я, говорит, скажу твоей маме, что ты обманщица. Ты зачем пошла в театральное училище? Я хочу сказать, что в конечном итоге я поступила, я закончила это театральное училище. Он одобрил. Все решения принимали они вдвоем. Даже на свадьбу мама моя, когда я выходила замуж, она не смогла, так она ему сказала, слушай, ты как отец, благослови по типу. И вот он приехал после концерта, время 10 часов, мы уже, как говорится, все расходились, и вот он приехал, посидели, чай попили и ушли. Я хочу сказать, что для меня он очень близкий человек. И когда его не стало, 5 января нынешнего года, 19 года, это был последний раз, когда я его увидела как бы рядом с нами. Он сидел, пил чай, ну не самостоятельно, естественно, но он сидел. Я ему говорила, Ильхам Абы, но он где-то как-то смотрит, где-то не смотрит, то ли понял, то ли не понял. Но я поняла, что это последняя встреча. Конечно, это очень большой удар, но я так думаю, что его дело, его песни всегда останутся, и дай Бог, чтобы они остались, чтобы переделывались на новый лад, но не забывали основу. Все-таки традиции надо сохранять. Спасибо вам большое. Извините, если это было долго. Ильхам Абы, это был мой папа, почти. Спасибо. Спасибо. Я, знаете, хотела только вам, вашему колледжу, хотела подарить вот такие, мы выпустили здесь вот диск, альбом, тут и видео, и CD. И вот такой вот. Это от нас. От нашего фонда. Спасибо. Огромное вам спасибо. Ильхам Шакиров в одном из интервью сказал, что всю жизнь чувствовал себя несчастным. Но ощущение счастья посещало его тогда, когда он выходил на сцену и делал кого-то счастливее. Поэтому давайте дадим слово студенту 4-го курса Казанской государственной консерватории Ильгизу Мухутдинову, чтобы он таким светлым, радостным приношением Ильхаму Шакирову украсил сегодняшний концерт. Идел буе кайыннары. Здравствуйте. Да, можно сразу с песней, а потом какие-то слова. Песня всем известна, и можете подпевать вместе со мной, потому что тяжело удержаться. Күнне карасам да карап туймыйм,
İdil boyu koyunlarına Olar jitekleşip yolana yaktı şertisli idil yarına Min yaradım sizni kardeşlerim Hürmet etken gibi yaradım Şundan kurre sizge bağışlarla Yürek jırlarımla yanardım Min yaradım sizni kardeşlerim Hürmet etken gibi yaradım Şundan kurre sizge bağışlarla Yürek jırlarımla yanardım Vayınlarım bir gelin elevi Rahat bilemin kugilge Bilmim kukme doğru giler iken Tuğar jirim bilen yürürge Bağanalı yoldan güzel bir şah Mıngsulanıp dırayı benler Usmeri benlerine yirkelerge Nazlı billi jiller bilgenler Abiyle her mezgilde Şu yaptı jırdan bir yaş kutlayırek Saf islerek bulup gitti Her jir, her adım, her suluşı Şuşun mezgilde bidir kıyaşlık yaktılım biri Mənke saklap duruk Bu matır jırlar arasında Yaşka taba tamba taba Yastırına taba yolana Güller arasında ölenlerge Üzenlerge kerip yuvalar Eğer sizden alıp yıraklarga Alıp gide kalsa yollarım Ayın çalmağında işitirim Tuğan jirde gülüme jırlarım Eğer sizden ayrılıp yıraklarga Alıp gide kalsa yollarım Ayın çalmağında işitirim Tuğan jirde gülüme jırlarım Gülde korasam da varap gülümü İril boyu boyunlarına Olar jitekleşip yolana yaktı şertisli idil yarına Min yaradım sizni kardeşlerim Hürmet etken gibi yaradım Şundan kurre sizge bağışlarla Yürek jırlarımda yanardım Min yaradım sizni kardeşlerim Hürmet etken gibi yaradım Şundan kurre sizge bağışlarla Yürek jırlarımda yanardım Yürek jırlarımda yanardım Yürek jırlarımda yanardım Şu xətli rəxət olmayan anın jırların, anın yazğan jırlarga səhnədən sima kişi yüzləri hər birimine bu kişinin gözləri, qaraşları kütüb tura, bütün kişi sözlərin belə jırlab tura, necikdə sima toqınlaqda tügül olun içindir. Возвращается энергия. Келе, həm sen şu zal bilən bir bulasın. Большое спасибо. Biz rəhmət sizə, şu жылы qaraşlarınız üçün. Ильхам Шакирову учеба удавалась не так-то и просто, потому что он был из музыкального образования. Однако тот же Фасиль Ахметов рассказывает, если были какие-то перерывы между лекциями, Ильхам Абай всегда брал в руки книгу, либо, если был свободный инструмент, то он обязательно занимался. Некоторые наши студенты действительно поступают без музыкального образования, чаще всего на отделение сольного, народного и хорового пения. И именно с ними, со студентами второго курса сольного народного пения, мы подготовили тоже своеобразное музыкальное приношение Ильхаму Шакирову. В нашем исполнении прозвучит песня «Сорви нас», автором музыки которой он является, слова Ахмеда Ерикеева.
Это наши на уроке сольфеджио. Большое спасибо вам. И в заключение нашей сегодняшней встречи хотелось бы познакомить вас с еще одним уникальным человеком, который многие годы был рядом с Ильхамом Шакировым и наблюдал за его жизнью через объектив видеокамеры. Это известный татарстанский художник, режиссер Файзрахман Камал. Мы с огромной благодарностью обращаемся к вам. Спасибо вам за предоставленные материалы, которые впоследствии войдут. Приподнимите, пожалуйста, очень скромный. Спасибо огромное. Это обязательно будет фильм, мы знаем и ждем. Но Файзрахман Абы предоставил материалы, смонтировал специально для нас. И мы сейчас увидим Ильхама Шакирова в разных местах его жизни, памятных местах. Я, прежде чем запустить видео, хочу чуточку прокомментировать, чтобы потом не мешать. Вы увидите родную деревню Ильхама Шакирова, вы увидите дом, в котором он родился, увидите его друзей, писателей, увидите родник, открытый в честь Ильхама Шакирова, Ильхам Шишмесе. Также вы увидите его тетю, которая жива и здорова, к счастью. И самое главное, вы услышите его голос, потому что на протяжении даже вот этой небольшой нарезки он все время что-то напевает. Это его характерная черта. Давайте посмотрим. Bizga dushman nafas bizda praздник. Seni bu başa dolaştı başa gelene bana bir başka olmaz eğlenmeyi. Eğlenme kadar yok. Hayda İlham abi. Koluna dudakla bana yardım edin. Bereket olsun. Lisanlık sağlık olsun. Bereket olsun. Allah. Зайна папа как раз. Зайна папа. Agar bashar ning misallarga kelgan. Ishib bo'lsa da tortib, bashar bo'lsa tortib shirar ekan. Ve şu tarlada şıp tatarlar şıp. Biraz konuşuyor. Paris tutarlı değil mi? Şakir var, bunlar yani Paris tutarlı.
конечно, Ильхам Абый — это вечный источник вдохновения для каждого из нас. Бүгін яңғыраған һәрбір ауаз, һәрбір сөз Ильхам Абыйбыздың рухына дұға болып ирешсін. Спасибо, что в этот вечер, в этот памятный день вы были с нами. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в стенах Казанского музыкального колледжа. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.